Весна – это время года, когда все цветет и распускается. Все девушки становятся еще краше, а парни делают все, чтобы завоевать их внимание. Кто-то дарит игрушки, кто-то различные безделушки, а некоторые рисуют под окнами свою любимую надпись «Котенок, я тебя люблю» или «С добрым утром, солнышко». В общем, кто во что горазд. И все это ради того, чтобы увидеть улыбку на милом лице, улыбку, которая сводит с ума и не дает спать по ночам. Кстати, самый проверенный способ – это цветы. Парни нам дают их, не задумываясь, а оказалось, это целая наука. Но какую загадку несет в себе сам цветок? Почему мы дарим именно тот, а не этот? Ответ простой. Все зависит от ваших чувств и темперамента. И сейчас мы узнаем, как создать правильный букет для девушек, потому что вид и количество цветов имеют свое значение. Единственный цветок, подаренный в количестве одного цветка, также и в количестве 14 цветов, несет некий такой посыл, означающий, что ты у меня одна единственная. 3 цветка означает, что я с тобой еду на хоть на край света. 5 цветов – это признание любви. 7 всегда обычно принято традиционно дарить в день бракосочетания. 9 в количестве 9 цветов принято дарить друзьям. Кактус. Упорство, целеустремленность. Тебе не надоело одиночество? Я тебя понимаю, как никто другой. Лилия белая. Это божественно быть рядом с тобой. Лилия желтая. Экстравагантность, яркость, но также легкомысленность, капризность. Роза белая. Я добьюсь тебя. Ты ангел. Роза желтая. Счастье, радость. Ты мое солнце. Роза красная. Любовь, страсть. Я люблю тебя. Я не могу без тебя. Ты должна быть моей. Мы разобрались со всеми цветами, но мы, как правило, дарим не только своим любимым. Мы с удовольствием дарим цветы своим друзьям, близким, родным, начальникам и руководителям. Так какой же букет лучше подарить нашим близким? Скажите, пожалуйста, какие цветы лучше преподносить своей маме? Маме, естественно, всегда нужно преподносить цветы, руководствуясь себе пожеланиями. Женщины обычно выбирают цветы, распустившиеся бутоны роз. То есть не закрытые бутончики, а именно раскрывшиеся. Беспроигрышным вариантом всегда будет букет красных роз. Кстати, если мы, например, идем к начальнику, у нас такой суровый босс, что лучше преподносить своему руководству? Они обычно, как правило, тоже бывают яркие, они бывают универсальными. Они подходят как для женщин, так и для мужчин. Когда же ваш адресат является мужчина, можно смело дарить букеты из ярких тонов, яркие цвета. Красные, желтые, оранжевые, синие, желтые. Пожалуйста, фантазируйте и смелее. И напоследок, когда соберешься девушке дарить букет роз, добавь в нее одну искусственную. И преподнеся, скажи, что будешь любить ее, пока не завянет последняя. Возможно, она сначала огорчится, не поймет, в чем дело, но со временем, когда все цветы завянут, а одна останется, все встанет на свои места. И она будет сохранить ее долго-долго, если ты, конечно, не соврал насчет вечной любви.